это видео с советами о подготовке к олимпиадам по физике. Первое, что хотелось бы рассказать, старайтесь готовиться постоянно, нежели один раз сели там с утра до ночи, потом на неделю забыли про физику. Так не надо делать. Почему это важно? Потому что когда вы что-то повторяете снова и снова, ваш мозг возвращается к этому снова и снова, и он усваивает материал и закрепляет его. Когда как, если вы занимаетесь, например, 2 дня в неделю, и потом 5 дней не занимаетесь, то за эти 5 дней, пока вы не занимаетесь, ваш мозг успевает все забывать. И поэтому очень важно заниматься постоянно, по чуть-чуть. Не по чуть-чуть, старайтесь, конечно, заниматься там по многому, там 5-6 часов в день, по-моему, как минимум, если у вас есть возможность. Это лучше, чем, заниматься там по 2-3 часа в день, 7 дней в неделю, намного эффективнее, чем 2 дня в неделю там просидеть с утра до ночи. Это не совсем, эффективно, потому что, как я уже сказал, за 5 дней, пока вы не занимаетесь, вы все забываете. Вот. Потом, уделяйте время каждый день и сидите и изучайте физику. Вот. Потом непосредственно как заниматься теоретической части, вы просто изучайте материал, изучайте материал, потом решайте задачи, выбирайте себе задачник своего уровня, потом решайте тут задачи, пытайтесь решить, думайте над задачей, если что-то не получается, то спрашивайте или ищите решение, смотрите решение, выделяйте моменты, которые вы не понимали, старайтесь их запоминать, чтобы в следующий раз не остановиться на том же моменте. Вот. И так, с каждой частью физики, с каждой темой. Вот. Потом дальше, к практической части, вам будет важно научиться, как работать с различными инструментами, чтобы максимально быстро пользоваться ими, потому что чем быстрее вы будете пользоваться, чем лучше вы будете пользоваться инструментами, тем меньше времени вы тратите на работу с ними, и, соответственно, тем больше времени у вас будет, чтобы качественно обработать полученные данные. Вот. А больше времени иметь на обработку данных — это важно, потому что зачастую вы там можете где-то ошибиться и так далее. И также важно научиться работать с данными, то есть как обрабатывать данные. И также важно быстро считать, вам важно быстро записывать данные с прибора какого-нибудь и потом быстро все это обработать, приведя к этому, к линейному виду, это зависит от задачи. Вот. И напоследок хотелось бы рассказать, что самое главное — это держать или иметь желание иметь желание заниматься этим. Почему? Потому что если у вас не будет желания, то вы будете заниматься этим с нехотением, и заниматься с нежеланием, с нехотением, это не совсем эффективно, по-моему, потому что вас не будет тянуть к этому, вы будете стараться отлынивать от этого. Как держать желание, удержать желание, как банально не звучало, просто помните свою цель, то есть вы все занимаетесь этим для какой-то цели, которую вы хотите достичь, будто это,
признание родителей или поступление в хороший универ. Это не важно. Главное помнить об этом, чтобы не терять мотивацию и всегда быть, мотивированным и иметь желание заниматься этим. Вот. На этом, по-моему, все. Если будут какие-то вопросы, можете, написать мне. Я по возможности буду рад помочь. Вот. And as the present becomes the past